разрешите огласить информацию по состоянию борьбы с наркоманией в Республике Абхазия за 2022 год. Республика Абхазия – молодое независимое государство, которое стремится к построению истинно демократического общества. В то же время получение суверенитета поставило перед нашей страной ряд крайне важных проблем экономического и политического характера, которые негативно отразились на социальной жизни республики. В республике появились ранее неизвестные социально-стрессовые явления, такие как миграция населения из сел в города, расслоение общества на обеспеченных и малоимущих и тому подобное. Существенные коррективы на наше государство и общество повлияла Отечественная война 92-93 годов и ее последствия, которые по настоящее время отрицательно влияют на развитие нашего общества. Столь сложная социальная обстановка нашла свое отражение и проявление саморазрушающих форм человеческого поведения, таких как стремительный рост наркомании граждан Республики Абхазия и резкое увеличение потребления социальных наркотиков, таких как алкоголь и табак, и рост числа суицидов, которые в ближайшем будущем угрожают принять характер национальной катастрофы. Если, к примеру, 10 лет тому назад в числе привлекаемых к уголовной ответственности за незаконное потребление наркотических и психотропных веществ были люди, это участники боевых действий, то сегодня наркомане – это молодые люди, которые не имеют таких предпосылок для того, чтобы начать любить свое здоровье. Среди многих проблем, стоящих перед нашим обществом, на одно из первых мест выходит проблема наркомании как глобальная угроза здоровью населения и национальной безопасности в целом. Наркомания – это употребление растительных веществ, минералов, синтетических препаратов с немедицинской целью для произвольного изменения своего психического состояния, которое характеризуется злоупотреблением, что в свою очередь приводит к тяжелой зависимости. Хочется отметить, что незаконный оборот наркотических и психотропных веществ, вовлечение в потребление наркотиков населения страны, в особенности молодого поколения несовершеннолетних, представляет угрозу не только для демографии и здоровья наций, но и наряду с экстремистскими проявлениями коррупции в целом представляет угрозу государства. В то же время на сегодня в условиях изменения как качественного состава наркотических и психотропных веществ, методов и способов их распространения и потребления, так и контингента лиц их употребляющих, работа субъектов профилактики в сфере противодействия наркопреступности не отличается, к сожалению, активностью. Темпы роста потребителей наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ и их аналогов ежегодно растут. Так показывает практика рассмотренных дел в последнее время, изменилась национальная принадлежность и пол распространяемых наркотических средств, распространителей. Если ранее этим занимались граждане Российской Федерации и местные жители, то в последнее время к ним присоединились граждане Казахстана, Узбекистана и Таджикистана. Изменился и количественный состав. Если раньше сбытчики действовали поодиночке, то сейчас это организованные группы лиц, среди которых зачастую и женщины. Данные способы вызваны минимизировать риски быть задержанными, ведь семейная пара с ребенком привлекает куда меньше внимания правоохранительных органов и бдительных граждан, чем одинокий парень, фотографирующий камни и землю. В отсутствие информационных плакатов при въезде в Республику Абхазия, социальной рекламы на телевидении и радио, кинологической службы при таможенной или пограничных систем, к сожалению, приводит к тому, что зачастую люди, которые от 500 до 1000 рублей делают тайные закладки, не понимают всей ответственности за содеянное.